1986 году демобилизовался, вернулся в Москву. И стояла передо мной задача найти себе жену татарской национальности. В 1986 году мест встречи для молодежи не было. В основном татары собирались в Измайловском парке. Было поле народных игр, так называемый среди татар татарский пятачок. Встречались, знакомились, общались. Собирались где-то в 17 часов, и где-то в 19 часов там была танцевальная веранда. Вся татарская молодежь, и девушки, и юноши шли на эту веранду, танцевальную, летнюю веранду. В общем, там звучала и татарская музыка, и современная музыка, русская, зарубежная. В общем, это единственное место было в 1986 году, где татары могли познакомиться. Я подошел к одному активисту, его звали Миначев Махамад Миначевич, такого интеллигентного вида мужчина. Он был самым главным организатором на поле народных игр, на этом татарском пятачке. Он татар как бы объединял, помогал по мере своих сил и возможностей, кому-то помогал устраиваться на работу, кому-то помогал поступать в институт, ну и решал многие бытовые вопросы. Познакомившись с ним, я подошел к нему и просто спросил: Махамад Абы, а можно помогите мне найти девушку татарскую? Он говорит: хочешь, я тебе найду, но ты мне тоже должен помочь. Я говорю: без вопросов. Организовать сбор средств на Сабантуй, на подарки чемпионам Сабантуя, на медали и так далее и тому подобное. Вот. С 1958 года в Москве Сабантуев не было. Вот Махамад Миначев, первый организатор после военного, то есть после такого длительного периода Сабантуя. Ну, в общем, мы собрали денег по тем временам 138 рублей. Ну, по тем временам хорошие деньги были. Заказали, значит, медали заказали, кубки заказали. Вот. И в 1989 году прошел первый Сабантуй в Измайловском парке. Народу было очень много. В общем, Сабантуй прошел на ура, всем очень понравилось. Помимо Махамада Миначева был еще Нур Гарипов. Он из Татарстана был. Если Махамад Миначев у нас с Нижегородчины, он из села Яндовище, Краснооктябрьского района, вот, то Нур Гарипов был с Татарстана, с Альметьевска. Это тоже второй организатор, который как бы начали они соревноваться, кто лучше будет организовывать мероприятия. И Нур Гарипов, он в основном распространял татарскую литературу, организовал подписку среди москвичей, чтобы москвичи читали татарские книжки. И таким образом из Татарстана привозили нам литературу в Москву, и вот через Дом книги эта литература распространялась. Раньше это все по подписке было. Если перейти, как я познакомился с Гаяз Алиевичем, на Ташкентской улице в 1989 году создался татарский детский сад, первый татарский детский сад. Спонсировал его известный на Нижегородчине татарский бизнесмен Фаиз Гильманов. Помог закупить парты, помог с оборудованием. Это был детский сад школы. То есть детский сад, и сразу же переходило дети в школу. Вот Фаиз Гильманов очень большой вклад внес в открытие первого татарского детского сада школы на Ташкентской улице. И там я познакомился с Ембаевым Гаяз Алиевичем, он как раз проживал на Ташкентской улице. Он подключился к этой деятельности, благословил этот детский сад школы Фихреддинов Хасан Хазрят, это зам Равиля Гайнуддина был. Он выходец из Нижегородской области, села Яндовище. Вот Хасан Хазрат очень тоже помог в плане того, что как бы духовно поддержал начало вот этого татарского детского сада школы.
В этом татарском детском саде школы был факультатив обучения основам ислама. И вот когда эти послы приехали на Ташкентскую улицу, увидели, как дети читают Аль-Фатиху, Аль-Ихлас, они очень тепло отозвались и как бы стали помогать. Сирийское посольство дало нам тюли, а потом посольство Саудовской Аравии нам дало ковры. Вот. Затем с Гаязом Алиевичем мы решили организовать татарскую национально-культурную автономию. Вышел закон о национальных культурных автономиях. У меня был татарский молодежный клуб «Мирас», и в Москве была Федерация борьбы на поясах. Кряж возглавлял Фихреддинов Мансур, родом из села Большое Рыбушкино Нижегородской области. Вот. Фихреддинов Мансур тоже один из основателей, ну, как бы пионеров татарского движения. Он первый выпустил правила по татаро-мещерской борьбе. Она немножко отличается от традиционной казанской борьбы. Там разрешается подсечка. В общем, Фихреддинов Мансур Халитович, он, значит, выпустил эти правила, создал организацию борьбы на поясах «Кряж». Батыр называлась, да, Федерация Батыр. И, в общем, он проводил ежегодно чемпионаты в крыле Советов. Это вот первые чемпионаты по борьбе на поясах. У меня был молодежный клуб «Мирас», и для того, чтобы создать национальную культурную автономию, нужны были две организации татарские, юридические, которые действуют в городе Москве. Ну, в общем, я попросил Мансура, и мы вместе учредили национальную культурную автономию татар Юго-Восточного округа. Председателем мы выбрали Ямбаева Гаяза Алиевича. Можно сказать, это был 98-й год, с этой поры Гаяз Алиевич стал как бы руководителем, лидером, стал полностью проявлять себя в татарском движении. Он же пробил, значит, татарскую школу на Белореченской улице. Вместе с Мохаммедом Миначевым они в департаменте образования, тогда была Любовь Петровна Кезина, возглавляла департамент образования Москвы, они пробили татарскую школу на Белореченской улице. Но это был заброшенный детский сад. Провели ряд субботников, и открылась татарская школа. Эта школа потом была преобразована в татарскую школу имени Муса Джалиля. Потом с Гаязом Алиевичем мы стали пробивать Сабантуй в Юго-Восточном округе, так как он был председатель национальной культурной автономии татар Юго-Восточного округа. У нас были очень хорошие взаимоотношения с префектом Юго-Восточного округа Зотовым. Зотов очень любил татар, потому что по молодости он с ними, у него много друзей было татар, он сам борец по греко-римской борьбе. Тот же Шазам Сафин, они с ним очень дружили. Это чемпион СССР по греко-римской борьбе. Шазам Сафин – легендарная личность в татарской общине Москвы. Он сам родом из нижегородских татар. То, что мы начинали в Юго-Восточном округе, все проходило на ура, так как была такая сильная поддержка со стороны префекта Юго-Восточного округа. Вот мы открыли школу, потом на маршала Кожедуба открыли татарский детский сад. И пробили Сабантуй в Юго-Восточном округе, он был в районе Люблино. Несколько раз мы проводили там. И благодаря этим Сабантуям, например, сейчас вот один из лидеров татар Юго-Восточного округа, Рашид Сипуков, как раз вот мы его нашли на этих Сабантуях, он очень помогал, его друзья помогали в организации Сабантуев. Сейчас Рашид Сипуков возглавляет национальную культурную автономию татар Люблино. Вот. И как бы вот последнее, то, что хотел Гаяз Алиевич, это в Юго-Восточном не хватало мечети. То есть полный комплект был, татарская школа, татарский детский сад,
С Сабантуя большие мероприятия мы проводили в Юго-Восточном округе. Вот, и он зажегся идеей, что полный комплект должна быть еще мечеть. Мы создали религиозное объединение мусульман Юго-Восточного округа. В общем, под эгидой верховного муфтия Талгата Таджиддина мы создали религиозное объединение мусульман Юго-Восточного округа Ихляс. Вот. И муфтий Талгат Таджиддин очень нам много помогал, много гуманитарной помощи мы раздавали в Юго-Восточном округе, которая прибывала из Уфы фурами. Мы раздавали и одежду, и материалы, всякие ткани и тому подобное. То есть мощная поддержка была со стороны верховного муфтия. Ну, последнее, что мы хотели, на Волжском бульваре нам дали землю под открытие мечети. Префект Зотов нам очень сильно помог в плане того, чтобы найти участок. Вот. И единственное, конечно, все документы были готовы, но местные жители, кто-то их сагитировал, выступили против этой мечети, сказали, что нам спать не давать не будут, будут азан кричать, здесь будут мусульмане, здесь будет шум, гам и так далее и тому подобное. В общем, инициативная группа местных жителей собрала большое количество людей, и выступили они против, и в результате нам не дали построить мечеть на Волжском бульваре. В общем, идея Гаяза Алиевича не реализовалась, к сожалению. Вот он так и ушел в мир иной с нереализованной идеей по строительству мечети в Юго-Восточном округе. Что могу сказать? Гаяз Алиевич, таких ярких личностей очень мало, к сожалению. Вот у нас можно их как на ладони 5 пальцев. Это и Миначев, Мохаммед Миначевич, партию «Ватан», который возглавлял, комитет Межгар он возглавлял. В общем, такой активный еще с советских времен. Потом Нур Гарипов, выходец из Татарстана, он у нас как бы тоже внес большой вклад в развитие татарской общины Москвы. То, что распространение вот этой литературы, подписка на татарскую литературу, потому что если не было подписки, то и литературы татарской в Москве не было. Можно сказать, вот 3 у нас лидера было в советское время и перестроечное время. Вот эти 3 человека. Миначев Мохаммед Миначевич, Гарипов Нур Мухаммединович и Ямбаев Гаяз Алиевич. Вот. Но, к сожалению, время берет свое. Вот Гаяз Алиевич 81 год отметил. 10 сентября у него был день рождения, 81 год. И, к сожалению, вот эта пандемия забрала у татар Москвы такого замечательного человека. Ну, что, пусть земля ему будет пухом, как говорят у русских, а по-татарски «урын жәннәттә булсын, ауыр туфрагы жеңіл булсын». Так что спасибо, Гаяз Алиевич. Я знаю, ты не умер. Эта оболочка умирает, душа остается. И она вот сегодня будет присутствовать вот на этом мероприятии. Он будет слушать всех, с кем он был вместе, кто ему помогал. Спасибо тебе, Гаяз Алиевич. Слава Богу.